В Лос-Анджелесе умер создатель комиксов Стэн Ли. Ему было 95 лет. Известно, что он на протяжении нескольких лет тяжело болел, перенес пневмонию и испытывал проблемы со зрением. Стэн Ли был одним из основных создателей персонажей вселенной Марвел. В сотрудничестве с несколькими художниками он придумал Человека-паука, Железного человека, Тора, Людей Икс, Фантастическую четверку. Кроме этого, Стэн Ли сыграл в целом ряде эпизодов во многих фильмах о супергероях Марвел и был продюсером. О том, какой вклад он внес в культуру и как эту новость восприняли его почитатели, в материале нашего корреспондента Юрия Осипова. Саша познакомился с удивительным миром супергероики и подвигов, будучи совсем ребенком. Как и многие другие, он столкнулся с этим явлением в начале 2000-х годов, будучи первоклассником. Невероятные приключения, подвиги и прочее сильно сказались на моем мировоззрении именно нынешнем. Но это больше является уже как увлекательным чтивом, чтобы забыться от, как сказать, даже серых будней. Всегда как раз, что в детстве, что сейчас, больше увлечения именно комиксом, там более проработанные истории и прочее. Стэн Ли родился в 1922 году. В 16 лет он начал свою карьеру редактора комиксов. За годы работы он создал сотни персонажей. У меня в руках комикс, в котором впервые упоминается самый популярный персонаж, созданный Стэном Ли. Несмотря на то, что на страницах комиксов впервые он появился в 1962 году, официальный перевод вышел только в текущем. Его творчество давно вышло за рамки печатных комиксов. Его творения перекочевали на экраны. Сначала мультфильмы, а затем многомиллионные блокбастеры, которые сегодня стали частью поп-культуры. Его смерть стала огромной утратой для множества людей. Звезды, с которыми он работал, в буквальном смысле засыпали социальные сети фотографиями с ним. Помимо написания комиксов, отец многих супергероев также снимался в кино. Уже легендарными стали его эпизодические роли в супергеройских фильмах. Некоторые и вовсе сравнивают Стэна Ли с бессмертными классиками русской и мировой литературы. Это один из тех людей, которых через 100, через 200 лет будут вспоминать, как вот Гомера. Сколько лет прошло? Вообще существовал ли он на самом деле? Да? Но его вспоминают. Как Данте Алигьери, как Диккенса, Чарльза Диккенса. Также будут вспоминать. Но все знают, что вот в русской литературе был Пушкин. И также все знают, что в американских комиксах был Стэн Ли. Так или иначе, невозможно отрицать вклад, внесенный Стэном Ли в мировую культуру. Его рука навсегда изменила отношение и подход к комиксам не только почитателей, но и авторов. Юрий Осипов, Георгий Григорьев, Якутск.